Человек, с которого фактически началось информационное вещание в Северной Осетии. Со дня смерти известного журналиста Олега Доева прошло уже 7 лет. Но люди, работавшие с ним, до сих пор помнят его как профессионала и хорошего человека с большой буквы. Олег Рамазанович был одним из основателей информационной программы «Иристон сегодня». О качествах, которыми он обладал, можно рассказывать долго. Своим трудолюбием и любовью к профессии Олег Доев заряжал всех окружающих. Подробнее обо всем Галина Григорян. Спокойный и собранный, казалось, что у него всегда был план действий даже в самых экстренных ситуациях. Так говорят об Олеге Доеве коллеги по телевизионному цеху. А таких моментов в его карьере было немало. 91 год, конфликт с Грузией, 92-й события в пригородном районе, в начале 90-х и события в Южной Осетии. Кто отправится под пули на передовую, даже не было сомнений, и отговаривать было бесполезно. Именно благодаря работе информационной службы тех лет мир узнал о трагедии народа Южной Осетии. Олег очень трепетно относился к своей профессии, очень трепетно. Это можно было наблюдать, когда вот в Южной Осетии стали разворачиваться эти события, то одним из первых, кто отсюда рванул в прямом смысле слова туда, это был Олег Доев. И оттуда они выбирались буквально по пояс в снегу. Как раз по Зарской дороге, вот это первая волна беженцев. Я наблюдал его, наблюдал за ним, точнее, когда уже вот эта Зарская трагедия случилась. Тогда мы с ним летели в одном вертолете на похороны эти. У него в глазах было, что-то невообразимое, потому что он настолько эту трагедию через себя пропускал, что это... С поиска и создания новых форматов началась новостная служба в Северной Осетии. Олег Рамазанович выступил автором и идейным вдохновителем множества программ, среди которых «Иристон сегодня», «Панорама», «Осетия спортивная» и «Пятница». Он воспитывал молодое поколение журналистов, передавал опыт и необходимые журналистские истины. Олег Доев был и останется навсегда для многих, прежде всего учителем. Важно, что его человеческие качества были равноценны его таланту. В его кабинет невозможно было зайти для приватной беседы, потому что там все время был народ. Это было вот броуновское движение. Молодые журналисты, студенты, они ходили за ним, как за мамой. Они с обожанием на него смотрели, это вообще была картина. Он их так опекал, он их так любил, и было такое ощущение, как будто бы за каждым, даже вот не профессиональным, а вот его какими-то вот их бытовыми какими-то проблемами, он следил вот на самом деле как родной отец, как родная мама, как мы говорили. В мирное время Олег Доев вспоминал о своем большом увлечении спортом, играл в футбол и мастерски о нем рассказывал с телеэкранов. А сидевший на трибуне главный тренер сборной Грузии Владимир Гуцаев, очевидно, убедился, что этот форвард... Он работал заместителем председателя гостелерадиокомпании «Алания» и всегда был больше, чем просто руководителем, вспоминают коллеги, построил и крепкую семью. У него была прекрасная семья. Его супруга Римочка Дзабаева, мы ее даже Римой не называли, Римочкой. Человек необыкновенного мужества, потому что когда он заболел, мы в полной мере ощутили то, как она его любит, то, как она трепетно к нему относится. Вы же сами понимаете, что означает вот больной человек. Эти перелеты в Москву, эти... химиотерапии, эти лекарства, эти врачи. Когда-то ему нельзя летать самолетом, а можно только на поезде. Это человек очень мужественный. Олег Рамазанович ушел из жизни на 63-м году жизни. Он был целой эпохой в осетинской журналистике. Всегда старался помочь словом и делом близким героям сюжетов, юным коллегам. Казалось, его терпение и внимание бесконечно, как и память о нем. Галина Григорян, Игорь Войцеховский. Новости Осетии.